Для выполнения и перевыполнения плана в Сибайском подземном руднике обкатывают новую технику. Когда на улице холодно и дождь, а так хочется в теплые страны. Загранпаспорт – вот о чем нужно подумать в первую очередь. Национальный десерт своими руками. Для детей прошел мастер-класс по приготовлению чак-чака. Теперь об этом и другом более подробно в эфире. Выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. В этом году автопарк Сибайского подземного рудника пополнился 2 единицами новой техники. Приобретенной в рамках инвестиционной программы УГМК холдинга 30-тонный шахтный самосвал «Сандвик» и погрузочно-доставочная машина для подземных работ уже бороздят подземные недра карьера «Камаган». Наши корреспонденты спустились на дно открытого месторождения и оценили технику на деле. Александр Васильев уже 6-й год за баранкой погрузочно-доставочной машины. Его ежедневная задача – это погрузка и транспортировка руды. На днях опытному машинисту доверили новую технику – погрузочно-доставочную машину передового американского производителя. Горняк признается, разница ощутима. До этого на ИЛАШ-410 работал. На СТ 1030. Да, как ИЛАШ-410 тоже мощная машина, но это мощнее. И объем ковша побольше, побыстрее работы происходит. Хотя сегодня многие говорят про импортозамещение, стоит признать, что альтернатив зарубежным машинам пока нет. Российская техника порядком уступает импортной практически по всем параметрам – производительности, экономичности, комфортабельности, той самой надежности, очень важной в подземных условиях. Именно так оценивают горную технику как бывалые горняки, так и специалисты, напрямую отвечающие за техническую часть деятельности предприятия. Двигатели современной техники обладают повышенной надежностью и увеличенным сроком службы, даже при выполнении самых тяжелых подземных работ. Обеспечивают эффективную работу, низкий расход топлива и уровень выбросов. Имеют сертификат управления по безопасности и охране труда в добывающей промышленности. Кабина машиниста оборудована различными системами для комфортных условий машиниста. То есть там есть вентилирование, кондиционирование воздуха. Сиденье машиниста установлено на виброизоляционных пневмоподушках. Также в машине присутствует современная новая система, то есть это от чрезвычайных ситуаций. То есть если машинист в течение какого-то периода времени не производит никаких действий, то есть машина понимает, что что-то случилось, и она автоматически сама останавливается, глушит двигатель и встает на ручник. Также по своим габаритам машина, конечно, больше, чем та техника, которая используется у нас. Но преимущество в том, что больше также ковш по объему. То есть производительность выше намного. Несомненно, обновление технического парка играет важную роль в деятельности предприятия. Это еще одно условие для своевременного выполнения поставленных производственных планов и задач. Ляна Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Подходит к концу последний месяц затяжной весны. Совсем скоро течением жизни на планете полноправно завладеет летом. Жители средней полосы России, наслаждающиеся теплыми солнечными деньками всего несколько месяцев в году, неизменно возлагают на летний сезон большие надежды. В планах отдохнуть и набраться ярких впечатлений перед началом нового рабочего года в идеале сменить привычную обстановку, придать ей экзотический колорит. Однако, планируя отпуск за границей, прежде всего необходимо позаботиться о наличии паспорта заграничного образца. О том, как и в каком порядке можно оформить документ, смотрите в нашем следующем сюжете. Статистика свидетельствует, с каждым годом число выезжающих на отдых за границу россиян продолжает расти. Однако, если спрос на туристические услуги в прошлые годы переживал планомерное увеличение соразмерного росту покупательской способности населения, то пиковые значения продаж турпутевок в настоящем году достигается за счет снижения стоимости самой услуги. Отдельные курортные направления, ранее недоступные по внешнеполитическим причинам, возобновляют прием российских туристов, предлагая путевки по вбросовым ценам. Однако отхватить тур на выгодных условиях – половина дела.
Основным и главным документом, удостоверяющим личность российского гражданина за рубежом, является паспорт заграничного образца. Без него отдых за пределами страны невозможен. По этой причине растущий спрос на заграничные туристические направления острее других ощутили на себе сотрудники отделения по вопросам миграции отдела МВД России по городу Сибай. На сегодняшний день у нас число обратившихся возросло за получением заграничного паспорта нового поколения. Сейчас эта цифра составляет 656 человек в этом году обратились. Скорее всего, это связано с началом отпусков людей, также со скидкой на государственную пошлину. За 4 месяца нами оформлено было 347 заграничных паспортов нового поколения, что на 35% выше аналогичного периода прошлого года. Сегодня Управление по вопросам миграции при МВД Башкортостана продолжает прием заявлений на изготовление 2 видов загранпаспорта – старого образца сроком действия на 5 лет и нового биометрического, который содержит электронный носитель информации и прослужит 10 лет. Отметим, что в местном сибайском отделении принимается заявление на оформление заграничного паспорта исключительно нового образца. За документом устаревшей формы придется ехать в Уфу, при этом временные трудовые и материальные затраты для получения паспортов обоих образцов практически не различаются. Сегодня подать заявление можно по интернету через единый портал государственных услуг. Такая форма позволяет значительно сэкономить деньги при оплате госпошлины. Для оплаты со скидкой необходимо подать заявление через портал государственных услуг. После того, как выставится счет на оплату, необходимо указать безналичный расчет и оплатить данную услугу. Далее сотрудник пригласит вас на прием в указанное время, указанный день, как вам будет удобно, для оформления заявки. Учитывая скидку при подаче заявления через интернет-портал 30%, оформление загранпаспорта нового образца обойдется в 2450 рублей вместо 3500 для взрослого и 1050 рублей вместо 1500 для ребенка. Такая мера поощрения начала действовать с 2017 года с целью стимуляции повсеместного использования единого интернет-ресурса и охватывает все виды государственных услуг. Ринат Музафаров, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В кафе «Республика» МФК «Зауралье» прошел мастер-класс по приготовлению блюда чак-чак по традиционному башкирскому рецепту. Научиться готовить десерт под руководством верующих из мечети Таква были приглашены самые юные горожане. 27 мая для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан. Он продлится до 25 июня. В это время особое внимание уделяется всему, что связано с исламом и его традициями. Так в кафе «Республика» прошел кулинарный мастер-класс для детей. Организаторами выступили представители МФК «Зауралье», местной общественной организации «Вперед Сибай» и мечети Таква. Цель мероприятия не только научить ребят готовить, но и дать им знания о мусульманской еде. Стараемся поддерживать разные конфессии нашего города. Был уже опыт проведения такого мероприятия для собора русских весной этого года. Сегодня же это мероприятие проводится с целью того, чтобы детей приобщать к национальной культуре, к национальным блюдам мусульманским, для того, чтобы они знали, что можно употреблять в этот месяц, от чего нужно воздерживаться. Я думаю, это будет иметь большое воспитательное значение как для мусульман нашего города, так и для жителей города в целом, тех, кто чтит религию. Кураторы мастер-класса детально объяснили своим маленьким слушателям, какую пищу запрещает ислам, какие ингредиенты нельзя использовать для приготовления еды, что значит слово «халяль» и многое другое. Под руководством наставников дети учились готовить чак-чак, соблюдая традиции башкирского рецепта. Обычно употребляем халяльную еду, то есть это что значит? То, что дозволено ради Аллаха. Сегодня мы готовим, наши маленькие дети готовят чак-чак сами, учатся у старших и взрослых. И, конечно, там же мы также употребляем халяльные продукты. Мы вот хотим научить, объяснить, показать, что это значит. Мы не используем, как обычно, маргарин, то есть он не относится к продукту халяль. Дети с увлечением и особым интересом готовили чак-чак. Кто
Кто-то делал это впервые, кто-то уже имел опыт приготовления национального десерта вместе с мамой. Родители выразили благодарность организаторам за проведение такого мероприятия и хотели бы, чтобы такое событие обрело традиционный характер. Евдокия Титаренко, Данила Либаев, Радмир Исенглов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. Май – это месяц, когда подводятся итоги учебного года. В школах города проходят экзамены, ну а в учреждениях дополнительного образования – отчетные концерты. На днях свое танцевальное искусство продемонстрировали воспитанники хореографического отделения детской музыкальной школы ансамбль «Аллегро». Эти ребята способны станцевать все – бальные народные танцы, классику и модерн. В каждом из них чувствуется профессиональная школа подготовки. Так оно и есть. Это образцовый ансамбль «Аллегро» хореографического отделения детской музыкальной школы. Руководят коллективом мастер своего дела Ольга Исакова и заслуженный артист Республики Башкортостан Азат Набиуллин. Их творческий тандем создает буквально танцевальные шедевры. В этом можно было убедиться на отчетном концерте ансамбля. Сегодня в составе образцового хореографического ансамбля «Аллегро» более 100 мальчишек и девчонок в возрасте до 15 лет. Юные танцоры рады, что в день концерта в зале не было свободных мест. Это не только признание их творчества, но и еще одна возможность продемонстрировать свои таланты и порадовать публику яркими номерами. В образцовый хореографический ансамбль танца я хожу уже 9-й год. Мне очень нравится танцевать народные, классические, современные танцы. Хочу связать жизнь с танцами. Очень благодарна нашим преподавателям, которые ставят нам такие красочные, незабываемые номера. Мы уже ездили даже за пределы Башкортостана, в Санкт-Петербург, где мы завоевали гран-при. Это очень высокая награда для нашего коллектива. Там было несколько команд с разных городов, то есть не республики, а именно России. И мы там одержали гран-при, это вообще очень высокая награда. В хореографическом ансамбле «Аллегро» я хожу уже с детского сада. Мне здесь очень нравится, здесь хорошие преподаватели, которые поддержат тебя и которые научат тебя разным видам танцев. Остался позади еще один учебный год. Впереди ребят ждут летние каникулы. Ну а потом отдохнувшие и набравшиеся сил танцоры вновь примутся за любимое дело. Ведь танец – это не только занятие, но для кого-то образ жизни. Тем более, что в новом учебном году коллектив также ожидают немало хореографических конкурсов. Ляна Кириллова, Данила Либаев и Туган Давлеткереев, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Всего вам доброго. До свидания.